Владимир Владимирович, понедельник, день тяжелый, мы с вами в 21-й поликлинике, здесь мы видим людей достаточно много, хотя вот прошедшие выходные были первыми, когда поликлиника работала, ну, скажем так, весь рабочий день, да? Но вы пока не видите особых перемен, людей также много. Действительно, мы эти 2 дня, субботу и воскресенье, поработали не просто дежурными врачами в поликлиниках, а мы вывели практически весь персонал поликлиник, который у нас есть в строю, для того, чтобы увеличить доступность населению. И что мы видим сегодня? Что мы видели во время этих выходных дней? Мы вынуждены констатировать, что коридоры у нас в субботу и воскресенье были пустые. Ваш покорный слуга лично объезжал ряд поликлиник. Народная привычка никуда не делась. Да, и действительно все было свободно. Но благодаря все-таки тому, что у нас были усиленные бригады, которые выезжали на дом к пациентам, вот этих отложенных визитов, которые сегодня пациенты пришли в поликлинику, их стало значительно меньше. Владимир Владимирович, вышло на выходных практически новое постановление от Роспотребнадзора, и там сказано, что теперь можно якобы оформлять больничный, не приходя сюда, не сдавая какой-то отрицательный тест ПЦР. Это, насколько я понимаю, здесь пока у нас еще не прижилось, да? Действительно, согласно этому акту, становится возможным выписка больничного листа дистанционно на основании тех жалоб, которые пациент предъявляет в разговоре по телефону сотрудникам колл-центра. Однако абсолютно очевидно, что здесь есть определенное количество шероховатостей и вопросов, которые должны быть очень плотно изучены, дабы наши пациенты спокойно были уверены в том, что открытие вот этого больничного листа – это абсолютно такой налаженный процесс, который не заставит нашего пациента ходить по 2, по 3, по 4 раза обратно в поликлинику для того, чтобы все-таки реализовать его. Я думаю, что в самые ближайшие дни этот вопрос будет очень широко освещаться в средствах массовой информации, и порядок будет налажен. С электронными больничными примерно понятно. Есть еще нововведение, которое касается того, что если я дома сижу 7 дней, то через 7 дней я могу без отрицательного мазка уже выходить на работу. Ну, это, знаете как, это уже ваш вопрос немножко в иной плоскости лежит. Могу я выходить на работу или не могу выходить? Мы заходим все-таки с позиции системы здравоохранения. И вот с этой позиции Роспотребнадзор нам говорит о том, что необходимости брать мазок у такого рода пациентов, которые сегодня находятся на лечении более 7 дней, и себя хорошо чувствуют и готовы вернуться к труду, фактически нет. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.